Время новостей Татарстана на ТНВ. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот о чем пойдет речь. В копилке наград камазовцев прибавление. О том, как между ралли «Шелковый путь» и Дакаром награждали чемпионов, расскажет Алмаз Гафиятов. Высокие достижения. Как авиация расправила крылья на форуме «Армия», увидел Дмитрий Аринин. Преобразование в образовании. Тот, кто экономит на школах, будет строить тюрьму. Что ждет казанские школы в новом учебном году? Лина Зинатуллина. Полным составом в Казанский Кремль сегодня в Казани чествовали экипаж команды «КамАЗ-Мастер». Напомним, на «Шелковом пути» наши гонщики заняли весь пьедестал почета. Как говорят сами, тогда жара и дождь стали для них союзниками. Сегодня не только представители экипажа получили новые звания, памятным подарком из китайского Сианя наградили и Рустама Минниханова. Почему наши пилоты самые частые гости в Белом дворце? Сюжет Алмаза Гафиятова. Традиционно камазовцев в Кремле чествовали только после Дакара. И впервые президент принял у себя героев после ралли-рейда «Шелковый путь». Повод для этого есть. Весь пьедестал заняла команда «Синей Армады». Да и тем более все это сделано было на обновленной технике. Представители команды «КамАЗ-Мастер» и сами точно не помнят, сколько раз они были приглашены в Казанский Кремль. Победы на различных ралли исчисляются десятками титулов, но выигрывать с каждым годом становится все сложнее. Трудно найти и новые звания, которых бы не было у легендарных пилотов. Каждая ваша победа – это вот серьезная копилка, авторитет. И город набережный, конечно, обязательно. Но прежде всего это национальное, это как национальное зло, это авторитет нашей страны. Президенту подарили воина-победителя из Китая. Маршрут длиной в 10 тысяч километров в этом году соединил трассы России, Казахстана и Китая. Дебютные этапы были на грани срыва из-за обильных дождей, но организаторы потрудились на славу. Спецучасток, который прошел по республике, та дождливая погода, которая вводила в опасение, будет он проведен или не проведен, но тем не менее все главы администрации отнеслись к этому очень хорошо. Примечательно, что на первой строчке ралли «Шелковый путь» оказался экипаж Дмитрия Сотникова. Именно в его автомобиль был внедрен новый 13-литровый цилиндровый двигатель. Полностью новый грузовик под этот двигатель, изменилась немножко компоновка. Внешне, может быть, он похож, конечно, но машина серьезно поменялась и изменилась система и наддува, и охлаждение воздуха, и охлаждение систем. Все очень много поменялось. Сейчас у команды новый этап подготовки. Этой осенью камазовцы стартуют на ралли Дакар, где соперники снова всеми силами постараются сместить татарстанцев с привычного для них победного подиума. Алмаз Гафиятов, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Легендарные КамАЗы и вертолеты татарстанского производства продолжают приковывать внимание участников Международного военно-технического форума «Армия-2017». Смотр достижений накануне стартовал в Подмосковье. Как авиация воюет ночью, а днем покоряет покупателей, увидел Дмитрий Аринин. Такой ночной бой ведет армейская дружина форума. При поддержке с воздуха удары по условному противнику наносят танки и артиллерия. Распознать цели в темноте помогают беспилотники. Такой ночной бой на форуме впервые. Днем уже к вооружению присматриваются потенциальные покупатели. Так несколько делегаций посетили площадку Казанского вертолетного завода. Предприятие представило всю линейку своей продукции. Это вертолеты «Ансат», Ми-17 и Ми-38. Очень большой интерес появляется вертолета и «Ансат», поскольку сегодня мы активно его продвигаем, прежде всего, конечно, на гражданском рынке. Значит, и Ми-38, поскольку у нас уже есть подписанный контракт для Министерства обороны, и он уже будет продвигаться в двух версиях, как военно-транспортная и также гражданская. Как говорят специалисты, сейчас российские винтокрылые по сравнению с зарубежными вполне конкурентны. Ну, что это докажет тем, что у них железо хорошее. А иностранцев хорошее вооружение, радиооборудование, прицельное оборудование. Но мы догоняем их потихонечку. И догоним, может, даже перегоним. На аэродроме Кубинки себя показывают и новейшие самолеты России. Это бомбардировщики, истребители и ударные ракетоносцы. На форуме можно увидеть и ракетный щит страны. Зенитные комплексы С-300. Они способны поражать различные цели, в том числе и летящие из космоса.
А рядом оружие, которое способно дотянуться до противника на межконтинентальном расстоянии. Установка «Тополь». Своего рода длинные руки российской армии. Такой смотр и демонстрации различного вооружения будет идти до конца этой недели. Дмитрий Аринин, Марат Саидгараев, ТНВ, Московская область. 23 августа 1943 года закончилась Курская битва, одна из самых кровопролитных страниц Великой Отечественной. 2 миллиона человек, 6 тысяч танков и около 1000 самолетов. По замыслу немецких генералов Курск должен был стать местью за проигранный Сталинград. 49 тысяч татарстанских солдат внесли свой вклад в эту победу. Среди них был и Фарах Хайрутдинов. Звон медалей вместо грохота танков. На груди Фараха Хайрутдинова 500 наград, 3 за ту самую Курскую битву. Бывший разведчик больше 70 лет назад получал указания от самого маршала Жукова. Куда надо идти, точно знать надо нам. Определить, там войска какой, войска количество, человек, чем воюет. Еще до немецкого наступления по рядам фашистов прошла предупреждающая волна свинца и огня. Их операция «Цитадель» пошла не по плану. Долго наступать навстречу нашей обороне немцы не смогли, а окончательно ход битвы поменяло сражение у Прохоровки. Деревушка из 5 улиц прогремела на весь мир. На маленьком клочке земли больше 1000 танков. Секрет победы в хороших командирах и храбрых солдатах, говорит ветеран. Давно закончилась и Курская битва, и кровавая война, а снилась еще долгие годы. Раньше было все время даже... Ночь кричали уже, так наступление. Сейчас уже нет, так только помнишь. Такой и останется Курская битва на страницах истории и в памяти героев. Масштабный, кровопролитный и все-таки победный. Лина Зинатульна, Рамзиль Гарипов, Амир Залюшев, ТНВ, Казань. Остались без сигнала и не прошли приемку школ в Рыбнослободском районе. Учебные заведения массово остались отключенными от автоматического оповещения о пожаре. На 21 августа ни одну из 27 школ инспекторы МЧС не приняли. Сейчас здесь массово устраняют технические проблемы. Альбина Минибаева узнала, почему отказала система. Сейчас должен именно вот этот прибор Тандем 2М передать этот сигнал в подразделение пожарной охраны. Но дальше здания школы сигнал таки не услышали. Прибор Тандем 2М не загорелся, значит, система не сработала. Большеильгинская школа одна из тех, которые забраковали пожарные. Проверку не прошли 21 августа. Инспекторы пробуют еще раз. Прошел сигнал? Нет, ага. Вот это последний акт, который мы подписывали с нашим подрядчиком. Школы массово подвели подрядные организации, которые отвечали за автоматическую передачу сигналов в пожарную часть. Вне зоны доступа остались все 27 зданий. После сбоя во время приемки школ администрация меняет подрядчиков. Составили договор с другой организацией, и они обещают нам до 27-го, уже сегодня к вечеру, нам сделать. В Рыбнослободском районе в 2 школах сейчас экстренно систему приводят в порядок. В Масловке она заработала накануне. Говорят, что здесь уже все в порядке. В данный момент у нас работал 6-й шлейф. 6-й шлейф. Мы смотрим, это у нас коридор ИПР. Сработала сигнализация? Связь пришла. Вот связь пришла. В Масловке сбои начали фиксировать еще в середине учебного года. Сейчас во всех школах связь налаживают за несколько дней. Предыдущие подрядчики так и не справились. Сказали, что заблокированы сим-карты. К сожалению, что у них нет специалиста, который мог бы этим делом заниматься. В понедельник, вторник вопросы нашли решить, и сегодня мы уже почти все вопросы регулируем. Сейчас в 90% школ района связь налажена, они снова в безопасности. К 26 августа обещают достигнуть 100% результата. Альбина Минибаева, Данил Филатов, ТНВ, Рыбнослободский район. Директора казанских школ начнут отчитываться перед родителями. Сегодня этого потребовал мэр Казани. Ильсур Медшин участвовал на городском августовском совещании учителей. Проблем оказалось достаточно. Родители желают больше знать дела внутри учебных заведений и выступают против объединения школ. Об успеваемости столичной системы образования Лина Зинатульна. Тот, кто экономит на школах, будет строить тюрьму, сказал в свое время Отто Бисмарк. Для Казани такая угроза оказалась неактуальной. В этом году на образование на миллиард больше денег, чем в прошлом. Но проблемы есть. Родители хотят быть в курсе того, что происходит в школах. Считаю нужным ввести в практику отчеты директоров перед родителями и коллективами школ. Такая форма общения поможет объяснить родителям курс, которого придерживается школа,
рассказать им о профилях, которые школа развивает, и просто быть с ними в живом диалоге. Актуальнейший вопрос объединения школ. Вместо 14 школ 7 образовательных центров. Что мы ждем от этого проекта? Естественно, это повышение качества образования через улучшение материальных условий, переход на обучение в одну смену, профилизацию старших классов. Однако так думают не все родители. Кто-то против слияния. Они уже грозят судами. Будут вести разъяснительные работы. Впрочем, задач немало. Курс на технологическое образование обязательно, потому что нас ждет в ближайшем будущем WorldSkills. И уделять особое внимание еще и воспитательному процессу. Школьная территория – это территория, которая развивает. Вот еще один тренд образования. Химическая лаборатория, спортивные площадки, бассейн, творческие центры. Какую школу будущего видят сами казанские ученики, они продемонстрировали в своих макетах. Тренды будущего и в само обучение. Пожелания сегодня звучали и от директоров школ, и от педагогов, и от чиновников. Учителям стоит использовать больше инноваций, а на ОБЖ не помешало бы учить не только надевать противогаз, но и защищаться от виртуальных мошенников. Ленис Анатольевна, Амир Залишев, ТНВ «Казань». За эвакуацию доплатил больше положенного. Житель республики обратился с жалобой в УФАС. По словам автовладельца, Татарстанская служба эвакуации устанавливает неправильные тарифы. Как выяснилось, служба эвакуации своевременно не обратилась в Госкомитет для изменения ранее установленного тарифа. А значит, их цены противоречат приказу ФАС России прошлого года. Пока службе вынесли предупреждение. В действиях данной компании, мы говорим о компании АО «Безопасное дорожное движение», наличествуют признаки нарушения антимонопольного законодательства. Срок исполнения данного предупреждения с момента получения 30 календарных дней. Госавтодорнадзор требует приостановить лицензии самарского перевозчика Евразийская корпорация автовокзалов. Именно их автобус попал в смертельное ДТП в Татарстане. Напомним, авария произошла в ночь с 1 на 2 июля на дороге Альметьевск-Заинск. В результате столкновения автобуса, следовавшего из Самары в Ижевск, и грузовика МАН погибли 14 человек. Еще 12 получили серьезные травмы. Казань-Экспо впечатлило руководство WorldSkills International. В эти дни с инспекционным визитом в Казани находится исполнительный директор организации. Делегация побывала на месте строительства Международного выставочного центра. Что увидели гости? Одной из первых среди журналистов на строительной площадке побывала и Лейсан Сабирова. На эту площадку еще не ступала нога руководства движения WorldSkills. Пыль, большая техника, сотни рабочих, искры от сварки. На будущей соревновательной площадке чемпионата рабочих профессий. Все в рабочем режиме. Со строительством проблем нету. Все вопросы, которые связаны сегодня технологические и системные по сетям, они все решены. И мы сегодня идем по графику. 75 тысяч квадратных метров под современный конгресс-холл, 3 павильона, 35 залов трансформеров, парковочные зоны и зоны питания. Это все в шаговой доступности от аэропорта. Центр будет соединен с воздушным вокзалом и станцией Аэроэкспресса. Сейчас мы находимся на месте будущей галереи. Она будет объединять 1, 2 и 3 павильоны. Именно отсюда открывается прекрасный вид на строительство. Как вы видите, работа идет полным ходом. На строительстве применяются сложные конструкции. Вот для работы на этой огромной открытой площади используются фермы. Это стержневая система на 48 метров. Наша задача под WorldSkills – выстроить площадки, максимально приближенные к промышленным или к бытовым условиям, которые используются в промышленных предприятиях, используются в наших организациях. Рядом свободное поле под торгово-развлекательный комплекс с гостиницей до 360 мест. Пока идет подбор инвестора. Я нахожусь под очень большим впечатлением. Данная площадка соответствует всем мировым стандартам. Думаю, и Казань, и разработчики, и строители должны гордиться собой. Как для республики, так и для всей России этот выставочный центр положительно отразится на репутации. Больше трети работ завершены. Ведут в эксплуатацию в 2018 году. За год до чемпионата. Лейсан Сабирова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Лаишевский район. Падение цен и спроса на зерно не повод снижать темпы уборочной кампании. Такую задачу аграриям республики поставил Рустам Миниханов. Сегодня он лично выехал на поля и пообщался с хлеборобами. Побывал сразу в 3 районах. В Буинске хвалились, в Тетюшах получали поздравления, а в Камском устье обещали молочные реки. А на сущном татарстанской глубинке Салават Мухаммадуллин. Визит президента не повод останавливать работу. Перед аграриями Буинского района стоит задача убрать больше 50 тысяч гектар урожая. Это самый высокий показатель по республике. Сегодня здесь жатва, отмечает экватор.
На пробу президенту хлеб, он прямо с соседнего поля. Хвастаться буинцам есть чем. Они одни из лидеров уборки. Правда, без проблем тоже не обходится. Проблема может быть у нас у самостоятельных фермеров, куда вообще-то продать бы зерно кому-то. Но сегодня вот спроса на товарное зерно, конечно, отсутствует. Но переживать аграриям не стоит, заверил президент, напоминая о засухе 2010 года. Это немножко просто выдержать надо. И это вот сейчас, когда хлеб некуда девать или еще, рынок утрясется. Да. Экспорт откроется, там еще какие-то... 10-й год прожили за счет того запаса переходящего. За будущее в Буинском районе точно не переживают студенты. Специально для них сегодня в местном ветеринарном техникуме открылся ресурсный центр. Мы являемся в Буинске единственным профессиональным образовательным учреждением, а для района нужны не только ветеринары, и остальные кадры, поэтому мы взялись в это обучать и по техническому профилю. Не менее комфортные условия и у буинских врачей, а горожан то и дело норовит заболеть. В прошлом году здесь завершили капитальный ремонт поликлиники. Жилая территория будет, и общественное пространство довольно серьезное. Поддержать здоровье с этого дня буинцы могут и в обновленном парке «Молодежный». Первым его посетителям посчастливилось вдвойне. В Инстаграм и на память фотография с президентом. Это совсем другой образ жизни, другой мир, другой парк. Можно погулять так с семьей, с парами. Но мне очень нравится. Преобразование есть и в Камско-Устинском районе. Через неделю здесь ждут открытия молочного комплекса на более чем 1000 голов. Инвестиции более 119 миллионов рублей. И в Тетюшах в центре внимания комбайнеры. Премию за намолот в 2000 тонн зерна они получили из рук Рустама Миниханова. Говоря о проблемах, глава района попросил выделить средства на ремонт первой школы и спортплощадки. Президент поручение дал на месте. Салават Мухаммадуллин, Алмаз Зияддинов, ТНВ, Буинский район. В республике продолжается акция «Помоги собраться в школу». Традиционно к доброму марафону присоединяется и «Газпром Трансгаз Казань». О первоклассных подарках далее в репортаже. И музыки, и движения. Для детей сегодня настоящий праздник с песнями, танцами, развлечениями и, конечно, подарками. Сегодня газовики республики помогли собраться в школу 200 первоклашкам из Высокогорского района. Некоторые из будущих школьников уже сейчас с очень серьезными намерениями. По моему школу там это работа. Традиционно собраться в школу маленьким татарстанцам помогает «Газпром Трансгаз Казань». 88 первоклашек из Пестричинского района уже получили новые портфели со всеми принадлежностями. Очень приятно, когда есть возможность оказать хоть небольшое, но содействие людям, которые в этом нуждаются. Особенно приятно это делать детям, особенно из малоимущих семей. Эти портфели с небольшими подарками, чтобы детям было приятно и их родителям тоже было очень хорошо. Дарить добро «Газпром Трансгаз Казань» продолжит и в ближайшее время. Школьные ранцы получат детишки из Азнакаевского, Тюльчинского районов и Советского района Казани. Сегодня одна из самых больших семей в республике. Кроме 5 собственных детей, Павел и Люция Звегинцевы из поселка Карабаш Бугульминского района воспитывают еще 11 приемных. В гостях у тех, кто дарит веру, надежду и любовь, побывали и наши корреспонденты. Когда передо мной стал выбор, как вот поступить с ребенком, вроде бы и чужой, вроде бы ребенок, не свой, не кровный, но встает такая ситуация, что ребенок пойдет в детский дом. Их доброе деяние началось в 2002 году. Тогда Павел, как священнослужитель, организовал в Нурлатском районе лагерь для детей-сирот. Сложные судьбы, наполненные надеждой и печалью глаза, не оставили равнодушным Павла. Так в семье Звегинцевых появились первые приемные дети – Ксения, Евгений и Арина. К тому времени у них уже было 3 собственных. Затем порог дома переступили Александр, Ксения и Алексей. С приездом в Бугульминский район семья только росла. Сегодня на попечение Звегинцевых 16 детей, 11 из которых приемные. Много такого ребенку не надо. Его нужно просто полюбить, и ребенок будет счастлив. В большой семье каждый занят любимым делом. Изобразительное искусство по душе Ксюше и Диане. А Герман занимается в театральном кружке. Принцип Звегинцевых с детства готовить детей к будущим профессиям. На геологическом факультете Воронежского государственного университета учится Елизавета. Светлана постигает азы ветеринарии в стенах Казанской академии. Человек, который хочет взять в свою семью приемных детей, он должен быть готов. Это очень тяжелый труд. Все они для меня как родные братья и сестры.
Сегодня Павел возглавляет Ассоциацию приемных семей Татарстана и с удовольствием делится 16-летним опытом по поддержке нуждающихся. Александр Сабиров, Фуат Гайсин, Булат Шафигуллин, Алина Бережная, ТНВ, Бугульминский район. А в центре города Казани двигаются в ритме джаза. Так проходит открытый урок по линк-хоп. Этот танец становится все популярнее среди жителей столицы. Импровизации, зажигательные ритмы отражают всю своенравность музыки. Как Казань на пару часов превратилась в Нью-Йорк 30-х годов, увидим прямо сейчас. Далее о спорте и о погоде. До встречи в 21:30. Волга-радиусы. Мы первые в Татарстане. Побей рекорд по выгоде. Бери Nissan по себестоимости. Скидка 200 тысяч не предел. Узнай подробности в автоцентре Марка. Звони 4 пятерки 3 единицы. В Мебельграде большая сезонная распродажа. Весь август скидки на 100% мебели. Все включено в аквапарке Ривьера. Горки, бассейны, 5D кино и пляж в подарок. В Белке последние летние цены. Только одну неделю. Норка от 40 тысяч, мутон от 6, пальто от 4. Белка, Татарстан 7. В честь 130-летия Карима Тинчурина театр Тинчурина с гастролями на родине драматурга. 7 сентября Сосновоборский район, 8 сентября город Пенза, 9 сентября Каменский район. В клинике Медел уникальное лечение болей в спине и межпозвоночной грыжи. В клинике Медел уникальное лечение болей в спине и межпозвоночной грыжи. Для образцовой взыскательной публики здравница Чувашской Республики. Вас приглашаем в оазис заботы и теплоты. Окунитесь в мир здоровья и красоты. Ждем вас в санатории Чувашия. В Республике Татарстан дан старт 5-му ежегодному телевизионному фестивалю творчества работающей молодежи «Наше время Безнен Заман». Условия участия на сайте bzzm.ru. Казань-Оргсинтез – лидер химической промышленности Российской Федерации. Дед, а ты кем работаешь на заводе? Слесарем-ремонтником. А папа? А папа аппаратчиком. А когда я вырасту, кем я буду на заводе? Как минимум инженером. Казань-Оргсинтез. Сила традиций. Сегодня мы с вами будем чертить треугольник. Ребята, сколько должно быть углов у треугольника? Анна Петровна, я починю. А где ты этому научился? Папа научил. Ой. Я починю. А кто тебя этому научил? Папа научил. Я провожу. Этому тоже папа научил. Воспитайте у ребенка любовь к труду. Министерство труда Республики Татарстан. В 1963 году Казань-Оргсинтез запустил первое производство фенола и ацетона. Сегодня завод производит более 170 видов продукции общим объемом свыше 1,5 миллиона тонн в год. Казань-Оргсинтез. Химия достижений. На нашем канале новый проект. В объективе ТНВ «Большая семья». Смотрите их ежедневно в наших программах. Благополучие и в испытаниях, трудностях и в радости. И узнаете секрет счастья в большинстве. Добрый вечер. Новости спорт на ТНВ, в студии Алмаз Гафиатов. Считанные дни остались до старта триатлона Iron Star. 26 августа Казань примет большое спортивное событие. 3 этапа триатлона, плавание, велогонка и бег в нашей столице проходят во второй раз. А за день до этого старт дадут девушки в забеге Iron Lady и дети в забеге Star Kids. На время проведения соревнований полностью закроется движение вокруг стадиона Казань-Арена. Также частично будет перекрыто движение по Миллениуму. В этом году количество участников по прогнозам экспертов превысит 2000 человек. На старт двух дистанций, спринтерской и полужелезной, выйдут более 800 индивидуальных участников и около 250 эстафетных команд. Которая в России проводится с 2015 года. Для профессионалов, для любителей в гонках участвуют пары спортсмены. Можно принимать участие в индивидуальном зачете, в эстафетном зачете.
Завтра для казанского «Акбарса» стартует 10-й сезон КХЛ. В первом поединке команда дома примет китайский коллектив Куньлун Ред Стар. В межсезонье в рядах соперника прошла масштабная перестройка. Игроки прошлогоднего состава, как лидеры, так и середняки, разлетелись по другим командам. Из 8 лучших бомбардиров ушли все 8. На их места пришли другие. Тренерский штаб возглавил Майк Киннон, знаменитый «Железный Майк», выигравший по ходу тренерской карьеры Кубок Гагарина и Кубок Стэнли. Бригада голкиперов у Куньлуня также новая. Короткая история встреч включает в себя 2 поединка минувшего сезона. Оба матча выиграли барсы. В Шанхае 3-2, в Казани 2-0. Завтра встреча начнется в 19 часов. Прямая трансляция поединка на нашем телеканале. Другим темам. В Казани стартует первенство Европы по пляжному волейболу среди игроков до 18 лет. Соревнования состоятся на 5 кортах в центре пляжных видов спорта. Чемпионат является ежегодным и проводится под эгидой Европейской конфедерации волейбола. Участниками станут порядка 128 лучших коллективов из 33 стран Старого Света. За титул чемпиона Европы в своей возрастной категории будут бороться 32 мужские и 32 женские команды. В прошлом году первенство проходило в чешском городе Брно, где в соревнованиях среди мужчин первое место заняли игроки из Германии, победив в финальном матче спортсменов из России. В женском разряде россиянки также взяли серебро, уступив первое место спортсменкам из Чехии. Для Казани это первое мероприятие под эгидой Европейской конфедерации волейбола. В 2011 году город принимал матчи континентального кубка ЕКВ по пляжному волейболу. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на ТНВ. Спонсор выпуска – изготовитель корпусной мебели на заказ «Данил Мастер». Настало время низких цен. Кухни, шкафы, купе, спальни и гардеробные. Любая корпусная мебель по вашим размерам. Только до конца августа при заказе кухни сушилка и мойка в подарок. При заказе шкаф, купе, комод в подарок. Доставка, установка бесплатная. «Данил Мастер», Казань, Восстание 23, телефон 2167-166. Ну что ж, а теперь о погоде. В предстоящие сутки небо в республике затянет облаками. Местами будут наблюдаться дожди. Но температурный фон сохранится повышенным. По данным Яндекс.Погоды, на юго-востоке республики ночью ясно плюс 16. Днем же облачно до 30 градусов выше 0. На северо-востоке ночью ясно до 17 градусов тепла. Днем местами возможны дожди. Температура воздуха составит плюс 31 градус. На севере республики ожидается переменная облачность. Ночью до 16 градусов тепла, днем же до плюс 32. На северо-западе ночью ясно, плюс 15. Днем же облачно, плюс 28. На юго-западе Татарстана ожидается переменная облачность. Температура воздуха ночью составит плюс 16 градусов, днем же плюс 28. В центральном районе республики ночью будет ясно и до 16 градусов тепла. Днем облачно, местами возможен дождь. Температура воздуха составит плюс 30 градусов. В последующие сутки ожидается понижение температур. Кукмарский завод металлопосуды – один из ведущих российских производителей литой толстостенной алюминиевой посуды под торговой маркой «Кукмара». В ассортименте более 400 наименований товаров, посуда с антибригарным и декоративным покрытием, товары для туризма и отдыха, формы для хлеба. Какая бы погода ни была за окном, посуда торговой марки «Кукмара» создаст уют в вашем доме и хорошее настроение вашим домочадцам. Готовьте с удовольствием, радуйте родных и близких. «Кукмара» – удобная посуда, вкусная еда. ЖК «Приволжский» – это кирпичные дома на берегу реки Волга. Индивидуальное отопление, качественная чистовая отделка. Торопитесь, скоро сдача. Телефон в Казани 561 08 81. ЖК «Приволжский». Качество по разумной цене. Жилой комплекс «Приволжский» – это кирпичные дома в чистовой отделке с индивидуальным отоплением в 12 километрах от центра Казани. Успей купить квартиру в готовом доме в цене строящегося. Телефон в Казани 561 08 81. Предстоящей ночью в Казани будет ясно до 18 градусов тепла. Днем облачно плюс 29. Ветер юго-восточный, порывистый. Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 42%. Магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания.